Приветствую вас, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем сейчас итоги дня. Смотрите сегодня. Улучшение по всем структурам. Это отметил Айсан Николаев на подведении итогов финансово-хозяйственной работы авиакомпании «Якутия», полярной авиалинии и аэропорта столицы. 200-500 рублей по центру. Откуда берутся чересчур высокие цены на такси в Якутске в предновогоднюю неделю? Репортаж нашего корреспондента. Работа в Новый год. Якутская ТЭЦ готова к усиленному режиму в период праздников. Новогодняя история. Нерюнгринский филиал телеканала «Якутия-24» подготовил сюрприз для своих зрителей. Премьера сегодня. Авария на теплотрассе в городе Покровске Хангаласского района. Там по улице Пионерской произошел прорыв магистрального водопровода. Вода залила дорогу. Сейчас во многих домах райцентра нет холодной воды. Ремонтные работы ведутся, но, как нам сообщили в ЕДДС, когда водоснабжение восстановят, пока неизвестно. К другим новостям. Главе поселка Уснера назначен судебный штраф по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Глава не отвечал на заявление индивидуального предпринимателя и его представителя, чтобы воспрепятствовать тому выкупить нежилое помещение, расположенное в Уснере. Этим он создал препятствие для реализации прав и законных интересов субъекта малого предпринимательства. Об этом сообщила старший помощник руководителя СК по Якутии Надежда Дворецкая. В ходе следствия подозреваемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Он направил ответы на все обращения этого заявителя, а также направил потерпевшему проект договора купли-продажи нежилого помещения. Главе поселка был назначен судебный штраф. Утвержден план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. Так, согласно плану, к декабрю 2020 года будет завершена реконструкция объектов в морском порту Певек в Чукотском автономном округе, а к декабрю 2021 году произведут реконструкцию морского канала порта Сабетта. Предусмотрено и комплексное развитие Мурманского транспортного узла, а также реконструкция аэропорта Черский у нас в Якутии и многое другое. Кроме того, предусмотрено создание арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России и оснащение их современными спасательными средствами. Включены в план и мероприятия по строительству специальных спасательных судов ледового класса и атомных ледоколов класса «Лидер». Улучшение есть по всем структурам, отметил глава республики Айсан Николаев, проводя совещание по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности авиакомпаний «Якутия», полярной авиалинии и аэропорта Якутск. Руководители отчитались об итогах года, а также поделились с планами на 2020. В целом была отмечена проблема изношенности парка судов. Также в связи с удорожанием керосина на 20% авиакомпании были вынуждены сократить затраты по другим направлениям, к примеру, по оптимизации маршрутной сети. Обращаясь к правительству региона, руководитель республики отметил, что авиакомпании играют значительную роль в социально-экономическом развитии Якутии, и без финансовой поддержки правительства им просто не обойтись. Говоря о реконструкции взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта, глава республики дал указание создать специальную комиссию по контролю, в состав которой должны быть включены ученые и представители науки. Резкий скачок цен на службы такси и агрегаторов в предновогодний период вызывает у многих вопросы в столице. Люди указывают на то, что за поездку по центру Якутска приходится иногда платить от 200 до 500 рублей. Откуда берутся такие цены в этот период? Репортаж Ульяны Шагиной. Ежегодно в офисах электронных таксоагентств предновогодний ажиотаж. Ведь предпраздничная суета – одна из самых лакомых для таксистов. Причем неважно, зарабатывают все, как службы заказов такси, так и агрегаторов. Такси-агрегаторы, количество которых с каждым годом в Якутске только прибавляется, снимают с себя любую ответственность. Объясняя это тем, что цены у них устанавливают сами пассажиры, а водители могут согласиться принимать или не принимать заказ.
Мы пытаемся вызвать такси уже полчаса. Указали сумму 400 рублей от Орджоникидзе 48 до аэропорта. Но, как видим, таксисты или вовсе игнорируют нас, или же указывают вот такую вот сумму в 530 рублей в один конец. В Виндрайвере эта фишка существует давно. Здесь принять или отклонить заказ решают сами пассажиры. При этом тарифы здесь, по сути, устанавливают сами водители, которые под Новый год предлагают просто космические суммы. Сами таксисты мотивируют это пробками на дорогах, а также большим расходом топлива в зимнее время. Скажите, пожалуйста, почему вы такие цены загибаете? Это с чем связано? Пассажиры сами загибают. 350 я вот ехал из Айсберга до Орджоникидзе. Это хотят. Это что, из-за морозов такие, что ли, цены? Морозы, скоро Новый год. Между тем, москвичи заподозрили крупных агрегаторов такси в ценовом сговоре в преддверии Нового года. Федеральная антимонопольная служба в этой связи признала обоснованным часть этих жалоб. В Якутске же к таким синхронным повышениям в преддверии главного новогоднего праздника вроде как привыкли. И люди в основном принимают это как должное. Но есть и те, кто недоволен завышением цен. Ну, неправильно делают. Неудобно, да? Конечно, неудобно. Ну, народ дурит, все. Слишком затратно выходит, так как не всем удобно ездить на автобусах. Вот, и чаще всего приходится использовать все-таки такси, и очень невыгодно выходит. А насколько вот читали вообще, смотрели? Да, мне, чтобы поехать в универ и обратно, выходит почти чуть выше 500 рублей в день. Для горожан это, конечно, плохо. Хочу уехать, не могу, причем на всех службах. А так вообще И Максим, и драйвер цену подняли, да. сколько? Ну, прилично уже подняли. После этой пробки, мороз, хотелось бы побыстрее перемещаться, такси не вызвать. Если вызываешь, то цена высокая. Официальная служба заказа такси пока завысили цены всего на 50 рублей. При этом многие из них уверяют, что в новогоднюю ночь цены поднимутся как минимум вдвое. А ждать вас долго очень, да? От 30 минут, свободных нету. Сколько будет от Орджоникидзе 48 до Полесья? 220 машин свободных нет. Нет, а так у вас цен не было, да, завышения тогда? Ну, большого пока нет, но водители недовольны. Ну, потому что пробки страшенные, они время теряют. Наши-то, думаете, довольны, что ли? Недовольны все. Тогда завышение будет, да? Завтра, конечно, будет. Но после 12 неизвестно, раза в 2, наверное. Вот и получается, что ездить в оптовке в эти дни на частных извозчиках как минимум невыгодно. А в официальных таксомоторных службах, которые в основном ездят по заключенным контрактам с организациями, также нет машин. Еще один выход – маршрутные автобусы, которые тихо радуются, что количество пассажиров в эти дни в разы прибавилось. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Джулус Иннокентьев, Якутск. Специалисты советуют обращать внимание на качество рыбы, покупаемой на новогодний стол. Как правило, в этот период в Якутии особой популярностью пользуется северная рыба. Что показали лабораторные тесты и чем может быть опасна непроверенная речная рыба? Сюжет Дмитрия Тымырова. В этом году в рыбе, которые привозят из разных улусов столицы республики, для реализации по лабораторным показателям стало больше тяжелых металлов, чем в предыдущие годы. Специалисты Россельхознадзора уверены, в этом виновата экология. В этом году в основном у нас были положительные пробы по тяжелым металлам. Это ртуть и мышьяк. В том году больше было паразитарных болезней. Но в основном эти показатели, конечно, из-за загрязнения реки, потому что тяжелые металлы имеют свойство аккумулироваться в тканях живых рыб, и они накапливаются в процессе жизнедеятельности. В целом за этот год на территории региона было завезено порядка 130 тонн рыбы. Продукция, которую в республику привозят из-за пределов, обязательно проходит контроль. Между тем, как говорят жители столицы, при покупке они не интересуются сопроводительными документами и, как правило, больше доверяют продавцам, торгующим местной рыбой. Мы обычно доверяем своим продавцам на рынке, поэтому ничего не спрашиваем. Ну, видим, что неплохо. Нет, конечно. Какой сертификат в такой холод? Ничего не спрашиваю. Просто прихожу и смотрю на рыбу и покупаю. На главном сельскохозяйственном рынке города выбор свежей рыбы огромен. Как отмечают продавцы, рыбу привозят сюда почти каждый месяц. У нас красная рыба есть еще, с Магадана подставляется. Красная рыба, кита, кизуч. У нас семга идет, семга. Базана поставляет семгу, форель, семгу.
Рыба очень свежая. Здесь на рынке имеется своя лаборатория, где вся продукция проходит обязательный контроль. И только после этого попадает на прилавки. У каждого продавца имеются сопроводительные документы. Вот у нас заключение любой рыбы, качество. Вот, видите, это есть такое. Мы когда рыбу, мы даем, у нас лицензия, у нас на бак-анализ приходит и выписываем, вот Меркурий. Любой компьютер войдете, фамилия, имя, отчество. Находится, что рыба действительно законная, что наша якутская рыба, что качество, все хорошее. Тем временем надзорный орган Якутии просит якутян не покупать рыбу с рук через объявления и у частных продавцов, которые не имеют соответствующих документов. Такая рыба может омрачить праздничные дни и нанести серьезный вред здоровью. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. 2019 год в Алданском районе прошел под эгидой экологической безопасности и охраны природы. Знаковым стало приобретение 3 единиц техники для местного комитета Госэконадзора. Рассказывает Руслан Павлов. Глава Алданского района Северин Поздняков и лидер районного совета депутатов Леонид Князев передают ключи от спецтехники местному комитету Государственного экологического надзора. Решение о выделении средств из районного бюджета на приобретение 3 единиц спецтехники было принято депутатами не случайно. Тем более, что 2019 год в районе был объявлен годом экологии. Мы совместно с депутатским корпусом приняли решение выделить денег на Специализированную технику экологи начали получать с конца октября. Новенький снегоход, укомплектованная моторная лодка и вездеход «Трекал» существенно облегчат работу Комитета охраны природы в будущем. Во-первых, конечно, техника очень серьезная. Техника специально созданная для работы в тайге, в труднодоступных местах, там, где мы на сегодняшний день, в принципе, на своей стандартной технике проехать не можем. Эта техника позволит нам полностью осуществлять надзорные функции на ОПТ местного значения. Там, где мы знаем, находятся и нарушители, там, где находится достаточно много людей, которые могут нарушать наше законодательство. Приобретение спецтехники, предназначенной для мониторинга экологического состояния территории района, можно назвать закономерностью. Только за этот год экологи пополнили бюджет района на 5 с лишним миллионов рублей, собранных в виде штрафов за ущерб, нанесенный предприятиями района природным и биологическим ресурсам. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вернемся после минутной паузы. Оставайтесь с нами, смотрите далее в программе. Для кого праздник, для кого работа, якутская ТЭЦ готова к усиленному режиму в период предстоящих праздников. Новогодняя история. Ниренгринский филиал телеканала «Якутия-24» подготовил сюрприз для своих зрителей. Премьера уже сегодня. Об этом и о многом другом после паузы. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Якутская ТЭЦ готова к усиленному режиму работы в новогодние праздники. Специалисты гарантируют надежную работу. Репортаж Александра Хавренко. Весь город как на ладони, но понять эту схему сможет далеко не каждый. За моей спиной диспетчерский щит, на котором 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году сотрудники центральных электрических сетей следят за тем, чтобы в Якутске был свет. И новогодняя ночь не исключение. В самую волшебную и долгожданную ночь года никто не хочет остаться в темноте. И сотрудники центральных электрических сетей делают все возможное, чтобы праздник не омрачился отсутствием электричества. Новогодние праздники, в эти длинные выходные у нас везде организованы усиленные бригады, которые с особенной, скажем так, готовностью ведут дежурство на рабочих местах. Также дополнительно в эти же длинные выходные у нас организовано взаимодействие с другими организациями, которые могут прийти нам на помощь, если очень это понадобится. Ответственные дежурные есть назначенные в районах, в каждом районе. По первому звонку оперативные бригады электриков готовы выехать на любую аварию. У электромонтера Резвана Зейналова за плечами не одно новогоднее дежурство. Как правило, все они проходят в более-менее спокойном режиме. Но новогоднюю ночь с 2016 на 2017 год он вспоминает с особой теплотой. 31 декабря, где-то в 6 часов вечера мы получили задание, чтобы в короткой линии. Мы долго искали. Когда мы его нашли, уже был без 5:12. Мы включили свет, все, собрались уходить. В этот момент открывается форточка из барака.
И выходит парень в шортах, шампанским и коробка конфет бежит к нам. Ну, мы получили, собрались в машину, это время начинается фейерверк. Такой был радость, что мы людей эту ночь не оставили Новый год без света. Хотя сотрудники центральных электрических сетей и говорят, что дежурство в новогоднюю ночь для них такая же работа, как и в будние дни. Но все-таки каждый из них надеется, что именно эта ночь пройдет спокойно, без аварий и экстренных выездов. Александр Хавренко, Джилус, Иннокентьев, Якутск. Наступающий 2020 объявлен годом героического наследия в Нерюнгринском районе. Такое решение принял местный совет депутатов. В рамках этого планируют провести более 100 мероприятий, посвященных Великой Победе, героизму и патриотизму. Обсуждая бюджет 2020 года, депутаты предусмотрели все необходимые средства для их проведения. В школе номер 3 города Ленска прошли новогодние коммунарские сборы для старшеклассников. Длится это всю ночь. Сюжет Анны Кожевниковой. Проводить внеурочное время в школе предпочитают ученики СОЖ номер 3. Для них двери образовательного учреждения накануне самой волшебной. В году ночи, даже в самый поздний час, открыты. Новогодние коммунары проходят в этих стенах для старшеклассников. Это игра, которая длится всю ночь. Традиционно открывает программу всегда выступления учителей. Мы тоже готовимся. И учителя нисколько не уступают. Они задают тон. Дети потом говорят, что надо же, вот такая мотивация хорошая. То, что дети собираются не в подъездах, а в родной школе и могут провести весело досуг, это здорово. Но безопасность, конечно, превыше всего. Во время этого мероприятия дежурит сотрудник полиции, помимо него бригада добровольцев, родителей. Из здания школы никого не выпускают до окончания предновогоднего праздника. Родители за такое времяпровождение детей. Дочь в 11 классе, выпускница, пригласили на коммунарную подежурить и посмотреть. Очень интересно, молодцы, рад за своих ребятишек, что... предновогоднее настроение. А отношение школьников к данному мероприятию понять несложно, судя по их волнению перед каждым выходом на сцену, контроля действия каждого, тщательной подготовки накануне. К некоторым конкурсам нужно готовиться заранее. Вот мы готовились недели 2, наверное. Прям каждый день оставались. Все. Это очень сплотило нас. 2 недели нам понадобилось, чтобы просто все это отрепетировать, нарисовать, вырезать. Вот. Каждый класс перенес всех присутствующих в разные страны. Одни знакомились с дивными особенностями Востока, другие предлагали отдых в теплых азиатских странах, третий – экстрим в Африке, а кто-то замахнулся на американскую мечту. В эту предновогоднюю ночь старшеклассники 3-й школы могут примерить на себя любой образ. К примеру, в этом году темой стало туристическое агентство. Для того, чтобы погрузиться в эпоху, каждый класс должен был оформить кабинет в стиле определенной страны. К примеру, в 11 А можно было пройтись по красной дорожке Голливуда. Выпускники с легким привкусом грусти проводят подготовку. Они знают, что это их последние школьные коммунары, но при этом они уверены в победе. В этом году мы гораздо организованнее подошли к вопросам, всем этим визитки, номерам и так далее. Мне очень понравилось, в этом году было очень весело, и я думаю, что подготовка была очень веселая. Я думаю, что сами коммунары тоже пройдут достаточно хорошо. Веселые конкурсы, уютные кабинеты, ждущие своих хозяев, звонкий смех, радостные улыбки, а главное – сплоченность детей, родителей и учителей. Ночная школа в эти минуты становится островком беззаботного уходящего детства. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Коллектив клуба дайверов из Мирного «Северный скат», несмотря на низкие температуры на улице, не нарушает график своих занятий. Для воспитанников придумали квест на пиратскую тему, поиск золотых монет и выполнение различных заданий, которые помогают развивать смекалку и ориентирование на карте. Нерюнгринский филиал телеканала «Якутия-24» подготовил сюрприз для своих зрителей, сняв новогоднюю историю на основе популярных советских песен и кинохитов. Сегодня вечером на нашем канале в 22:30 состоится премьерный показ этого проекта. Ну а пока слово создателям музыкальной истории, нашим нерюнгринским коллегам. Представленная в прошлый год новогодняя караоке, когда нерюнгринцы исполняли песню про 5 минут, разлетелась по всей России и достигла цифры почти в 27 тысяч просмотров в YouTube. И в этом году, продолжая добрую традицию, коллектив нерюнгринского филиала НВК СХ Якутии-24 решился на новый музыкальный проект. В кратчайшие сроки было проделано много организационной работы, съемок на разных локациях и монтажа.
Мы затеяли снять веселую новогоднюю историю, воплотить свои творческие задумки и фантазии. Все делалось на энтузиазме, помимо основной работы. Во-первых, это наш новогодний подарок всем жителям нашего района, потому что в этом попурри из советских песен и кинохитов отражается история нерюнгринских первостроителей. Мы постарались передать в проекте их задор, настроение того времени, использовав композиции, известные представителям многих поколений. Если эта наша работа понравится, мы будем только рады. Получился по-настоящему народный проект. В нем не снимался ни один профессиональный актер. Все пели своими голосами. Для некоторых это стало дебютом работы перед камерами. Будет интересно увидеть узнаваемых в Нерюнгри лиц в неожиданных амплуа. А в проведении съемок помогали самые разные люди, но одинаково любящие свой район, ценящие его историю патриоты. Было задействовано максимальное количество локаций. Мы пытались основные эти объекты Нерюнгринского района захватить и показать в этом фильме. Плюс ко всему еще, как не вовремя ударили морозы. То есть аппаратура выходила из строя, батарейки садились, пальцы мерзли. Но даже надо отдать должное, актеры все это терпеливо, как, впрочем, и аппаратура все это снесла. Ну, что получилось, то получилось. Надеемся, все равно какую-то нотку, каплю доброты и тепла мы все-таки подарили нашим зрителям, за что им огромное спасибо. Приятного вам просмотра. Получился ли вкусным новогодний винегрет из советских кинохитов и песен, судить зрителям. Надеемся, что вложенные в него любовь и настроение придали ему особенные качества. Давно это было или недавно, не скажем, но одно знаем точно – такая история имела место быть. Екатерина Павлова, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Марафон видеопоздравлений дальневосточных регионов сегодня достиг Якутии. Символичный огонь влился в посох повелителя холода, который вложил в него пожелания якутян и направился дальше в Забайкальский край, а затем и дальше в Республику Бурятия. Яркие и красочные кадры со всех регионов, передающие дух Нового года, размещены в соцсетях и мессенджерах. Финальное видео с поздравлениями от каждого дальневосточного региона можно увидеть в нашем эфире 31 декабря, а также в инстаграме Якутия24 и НВК Саха ECI Эдерсас. Приветствую вас в своей резиденции. В Якутии сейчас очень холодно. Но несмотря на это, жители и гости нашего региона дарят вам жар своих сердец и самые теплые пожелания. Сама Джолунан, Сама Джолунан. Поздравляю вас, дорогие зрители, с наступающим Новым годом. Ну а Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире для вас. Продолжат коллеги. Оставайтесь с нами.